Это вечерние новости. Расскажем о главных событиях за сегодня. В студии ведущий Василий Радченко. Смотрите в программе. 4 лесных пожара удалось потушить в регионе за минувшие сутки. Первые жильцы въехали в новые квартиры по программе переселения в Кызылсыре. Ленские мотоциклисты дорожной романтики предпочли неизведанное и непроходимое бездорожье. На сегодня 9 лесных пожаров тушат на территории Якутии. Это Верхнеколымский, Абыйский, Алданский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Момский и Татинский районы. По информации ГУ МЧС, всего на территории Якутии действует 39 природных пожаров. Их общая площадь 622,5 гектара. Пожар в Горном районе локализован. За прошедшие сутки ликвидировано 4 лесных пожара на площади 92 гектара. В тушении задействовали более 2,5 сотен человек и 20 единиц техники. Немалая часть очагов действует на территории Верхнеколымского района. О том, существует ли угроза населенным пунктам и объектам экономики, нам рассказал начальник управления жизнеобеспечения территории. У поселка Зрянка, значит, самого нет угрозы никакой. Пожар у нас действует далеко, ориентировочно где-то 30-40 километров от населенного пункта. Значит, по другим населенным пунктам это у нас Утая, Ушинкюль и Неллинна. Значит, у нас тоже действуют лесные пожары, но тоже находятся на удалении и угрозы населенным пунктам нет. Значит, на следующий день там по Угольному у нас есть... тушение принимает там, значит, участие у нас Лесничество Колымское, сделали минерализованную полосу, там задействовали, значит, технику, один трактор, водовозка, 2 мотопомпы, значит, 9 человек было задействовано, значит, принимали меры по организации минерализованной полосы и, значит, встречному упалу. На сегодняшний день сейчас проводится мониторинг, значит, этого пожара по Угольному. Прокуратура Среднеколымского района проверила факт возникновения природного пожара площадью более 10 тысяч гектаров. Установлено, что огнем уничтожено почти 1800 кубометров древесины породы лиственница. Сумма ущерба лесному фонду составила свыше 65 тысяч рублей. Причиной пожара стали незаконные действия местного жителя, который производил сельскохозяйственный пал, и огонь, выйдя из-под контроля, перекинулся на лесной массив. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 261 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, причинившего крупный ущерб». В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия. Ход его расследования находится на контроле прокуратуры. Инспекторы регионального Минэкологии провели проверку розлива нефтепродуктов в селе Аргахтак Среднеколымского района. Установлено, что объем топлива составил около 5 тонн. Вследствие инцидента ГСМ попал в реку Алазея. Расстояние от емкости до водоема составляет 14 метров. Визуально на реке имеется полоса, идущая по течению шириной около 1 метра, радужного цвета, и чувствуется характерный для нефтепродуктов запах. Возле емкости имеется след розлива площадью 90 квадратных метров. Произведен отбор проб воды с реки Алазея, а также почвы. Пробы природных сред переданы на экологическую экспертизу. Материалы дела переданы в прокуратуру Якутии и управление Росприроднадзора. 75 новых больных коронавирусом выявили в Якутии за минувшие сутки. Из них в столице 61 и 14 человек в районах. 33 человека находятся сегодня в тяжелом состоянии. Официально зарегистрировано 26 летальных исходов. Как отметил глава региона СН Николаев, несоблюдение противоэпидемиологических мер со стороны населения не позволяет перейти к снятию ограничительных мер. Ситуация остается такой же напряженной. Есть, правда, незначительное снижение на сегодняшний день, самое низкое значение за последнюю неделю. Вместе с тем мы видим, что по ряду районов ситуация остается такой угрожающей. Есть районы, в которых только появляется коронавирусная инфекция, начинает распространяться. И по городу Якутску, конечно же, пока все-таки в первую очередь, на мой взгляд, несоблюдение ограничительных мер со стороны населения, так оно не позволяет окончательно
переломить ситуацию. Все-таки ниже 60 человек, заболевших в сутки, мы никак не можем спуститься. При этом, конечно же, по районам хочу сказать, что наблюдаются случаи заражения людей именно через родственников с детьми, приезжающих из Якутска. Вот последние случаи 2 семьи в Кобейском районе. Есть у нас случаи нелегальной работы таксистов, и вот это привело, например, по Усалдану тоже к заражению на сегодняшний день 4 людей уже. Вот, работа одного таксиста нелегального. Это говорит о том, что, к сожалению, вот несоблюдение ограничительных мер, несоблюдение санитарных мер, оно приводит к таким тяжелым последствиям. Поэтому здесь, в особенности вот там, где и дети приезжают, и когда необходимо куда-то выехать, надо все-таки все меры ограничительные продумывать и их строго соблюдать. На сегодняшний день в Амгинском районе выявлены 11 человек с положительными результатами на COVID-19. Все заболевшие приезжие. Среди них 6 строителей и 1 человек, который приехал на лето к родственникам. Напомним, бригада строителей прибыла в район для работ в индивидуальном порядке. По приезду у всех взяли анализы на COVID-19. На данный момент выявлены все контакты заболевших. Проводится профилактическая работа. Сами заболевшие проходят лечение в инфекционном отделении Амгинской районной больницы. С положительными анализами 11 человек. Это у нас за последние сутки прибавилось 7 человек. Из 7 человек это 1 человек приехал к своим родственникам на отдых. И по симптомам отобрали пробы и по результатам анализов дали положительный результат. И 6 человек это строители, это контакты того, который первым дал положительный результат. И хотелось бы еще раз обратиться к населению. Нужно соблюдать масочный режим, так как у нас наплыв из города Якутска. Вот в выходные за один день у нас 400 машин приехало. Поэтому они все равно посещают на снега, посещают магазины. Определена группа ученых, которая проведет исследования в Вилюйской группе районов. Они войдут в программу комплексных исследований экологического состояния этих территорий и здоровья населения. Напомним, программа комплексных научных исследований на период с 2019 по 2023 годы реализуется в рамках соглашения о взаимодействии между правительством Якутии, некоммерческой организацией «Целевой фонд будущих поколений» и компанией «Алроса». Тему продолжит наш корреспондент Юрий Осипов. Общая стоимость реализации программы оценивается в 138 миллионов рублей. В этом году на реализацию программы «Алроса» через Фонд будущих поколений направят 41,4 миллионов рублей. Высший совет Целевого фонда будущих поколений Якутии одобрил заключение договоров с организациями, которые будут выполнять работы по 3 направлениям программы комплексных исследований. В их число входит мониторинг состояния пойменных экосистем реки Вилюй и ее притоков, научно обоснованная оценка состояния здоровья населения, проживающего в бассейне реки Вилюй и ее притоков, с разработкой комплекса медико-социальных мероприятий по оздоровлению и оценка возможности обеспечения альтернативными источниками водоснабжения населенных пунктов в долине реки Вилюй и ее притоков. Возможность обеспечения альтернативными источниками водоснабжения населенных пунктов – это очень серьезная, очень актуальная проблема. Значит, мы написали программу этого проекта, разбили данный проект на 3 таких этапа. На первом этапе, значит, будет проведена общая оценка межлодных гидрогеологических условий территории, где мы оценим состояние гидрогеологических условий вкупе, то есть взаимосвязи с межлодными условиями. На втором этапе будут рассмотрены особенности использования родниковых вод. Уже этим летом, если позволит эпидемиологическая ситуация, запланировано провести большую часть исследований с выездом в Вилюйскую группу районов ученых, экологов, медиков, мерзлотоведов. Исследования по оценке состояния здоровья населения с разработкой комплекса медико-социальных мероприятий по оздоровлению возложены на научных сотрудников Медицинского института СВФУ. Касаясь участия нашего института в этой работе, мы можем сказать, что вообще коллектив имеет достаточно
достаточный опыт работы в Вилюйском регионе еще в 90-х годах совместно с Институтом прикладной экологии Севера и Институтом здоровья и Академией наук нашей республики мы участвовали в изучении состояния здоровья населения данного региона еще в 90-х годах. В приоритете сотрудничества Алроса и Фонда будущих поколений также финансирование и строительство первоочередных социальных объектов в республике. В настоящее время за счет средств Алроса строятся дома культуры в селах Намцы, Мая, Барагонцы и больничный комплекс в селе Батагай Верхоянского улуса. Также компания через Фонд будущих поколений финансирует проектирование парка будущих поколений. Кроме того, Алроса софинансирует программу обеспечения Вилюйской группы улусов качественной питьевой водой. Сегодня в торжественной обстановке прошло подписание государственного контракта на реконструкцию участка федеральной дороги Р-504 Колыма. Согласно программе развития, в первую очередь будет проведена работа по ликвидации узких мест и приведению в нормативное состояние участков трасс, которые проходят границы населенных пунктов. Также установят искусственные сооружения в виде 68 водопропускных труб и 3 мостовых переходов, что тем самым увеличит пропускную способность, улучшит и обеспечит безопасный и комфортный проезд транспорта. Ввод в эксплуатацию намечен на 2024 год. Напомним, дорога Р-504 Колыма является действующей автомобильной дорогой федерального значения между Якутском и Магаданом, большая часть которой расположена на территории нашего региона. На самом деле это такой значимый шаг в развитии этой дороги. Данный участок, и там еще есть несколько участков дороги Колыма, которые построены были в 40-е годы. Но представьте себе, дорога шириной там 4 метра. Да? А сегодня ходят современные транспортные средства, которые требуют и скорости, и ширины движения. И вот этими работами мы сегодня начинаем приведение дороги в современное нормативное транспортное состояние. Сельдрострой уже принимал участие в капитальном ремонте и реконструкциях данной трассы. Поэтому определенный опыт у компании имеется. И сложностей очень много будет буразрывных, направленных, шпуровое бурение будет боковое. Будут такие проходческие направления, благодаря которым мы добьемся спрямления этой трассы. Она с 30 километров превратится в 28-километровый участок реконструируемой дороги. То есть мы получим помимо спрямления еще и сокращение трассы. В сердце газовой добычи региона, поселке Кызыл-Сыр, продолжается работа по переселению из ветхого и аварийного жилья. В программу населенный пункт вошел не так давно, и уже весной этого года первые жильцы заселились в новые квартиры. В 2020-м планируется переселить 16 квартир. С прошлого года начала действовать второй этап программы переселения граждан из ветхого аварийного жилья. По данной программе уже один дом сдан, уже люди заселились в него. Нравится все. Делается благоустройство сейчас в той территории. Как вы видите, за моей спиной строится еще один дом. Рядом третий дом, который должны сдать в этом году. Также по данной программе разыгрались 2 участка под застройку еще 2 домов, которые в этом году начнут строиться, в следующем году переселяться. Якутск готов стать безопасным для экологии города. С начала текущего года местные экоактивисты во главе с компанией Юником стали продвигать новый проект по раздельному сбору бытовых отходов. Сейчас точки для вторсырья находятся уже в 7 дворах города. Нюансы новшеств узнавала Саргалана Неустроева. В марте текущего года во дворе жилого комплекса был установлен первый контейнер для сбора пластика, картона и другого перерабатываемого мусора. Как и сейчас, тогда эту идею многие поддержали, а практика установки таких точек сбора показала, что со временем люди начинают более осознанно относиться к потреблению и переработке отходов. Но также, конечно, есть и вопросы. Да, люди сомневаются о том, что раздельный сбор действительно существует и подвергает под сомнение правильную переработку вторсырья. Все-таки люди думают еще, что он идет на полигон, на свалку. Но на самом деле наша задача, так скажем, эту теорию побороть, да, своими действиями. Развитию проекта поспособствовало активное сотрудничество не только с экоактивистами города, но и с Министерством ЖКХ республики, а также управляющей компанией «Утум Плюс».
Сначала было такое сомнение в том плане, что все это вывезется на одну и ту же свалку, и все это, ну, как бы вкупе, скажем так, смешается, да. Когда уже появилась именно организация, которая занимается именно то, что они отправляют потом это все на переработку, да, и приучить людей, скажем, да, тоже к раздельному сбору, когда, скажем, город будет в целом в совокупности готов к этому, ко всему, да, я посчитала, что, ну, стоит, наверное, все-таки попробовать. В ходе обсуждения форсайт-сессии мы как бы озвучивали проблематику, да, про внедрение раздельного сбора, что нету инициативы от активистов, от населения там и так далее. И вот услышали, что наоборот у активистов есть обратная проблема. Это инициативы есть, но они не поддерживаются органами исполнительной власти, да. И, соответственно, мы, так сказать, объединили усилия. Время диктует свои правила. Это показывает не только постепенный переход горожан к пользованию раздельными точками сбора отходов. Во время самоизоляции многие приняли участие в экомарафоне, который устроили местные активисты. В апреле-мае этого года мы в связи с карантином провели онлайн-эко-марафон. Было очень много участников. Мы давали различные задания, с помощью которых участники внедряли в свою жизнь новые эко-привычки. Мы учили сортировать отходы, их правильно готовить. Также проводили мастер-классы по пошиву различных изделий, заменяющих пластик. И я уверена, что эти знания пригодятся нашим участникам, и жизнь их стала более осознанной. Напомним, ранее якутское экодвижение занималось акциями сбора мусора, в том числе и акцией «Добрые крышечки», благодаря которой оказывается помощь детям с различными заболеваниями. Что еще раз доказывает, беречь природу значит дорожить здоровьем каждого. Саргалана Неустроева, Илья Сыромятников, Якутск. Всего неделя осталось до общероссийского голосования по поправкам к Конституции, которое пройдет 1 июля. Исполнить гражданский долг можно и не по месту регистрации. Для этого нужно подать заявление на любом участке избирательной комиссии или через портал государственных услуг. Понадобится документ, удостоверяющий личность. На любом избирательном участке можно открепиться и закрепиться за другим. Выбрать можно любой участок в пределах округа или вовсе другой регион. Голосующий получит вторую часть заявления, где есть QR-код. С ним он приходит в день голосования на тот участок, за которым закрепился. И его уже внесут в список. Наши корреспонденты продолжают опрашивать якутян об их отношении к поправкам. И вот что думают тампонцы. Да, я пойду голосовать и призываю всех ответственных граждан Российской Федерации также прийти с 25 июня по 1 июля на участки и оставить свой отзыв, свое отношение к Конституции и поправкам Российской Федерации. Я очень хочу отметить поправку, касающуюся волонтерского движения. Это важно, что поддержка его будет отображена именно в Конституции, в важнейшем законе Российской Федерации. А завтра, 24 июня, в честь проведения Парада Победы, каждый может принять участие во всероссийском флешмобе «Голубь мира». Белый голубь – самый узнаваемый символ. Для участия в акции нужно смастерить свою фигурку, сфотографировать и отправить в полет в интернет-пространство с пожеланием мира и хэштегами «Голубь мира. Мир на земле». Также можно вывесить голубя на своем окне или украсить дерево возле дома. Специалистам сельского хозяйства в Верхневилюйском районе сегодня торжественно вручили ключи от новых мотоциклов. Двухколесную технику получили 12 человек. Это поможет им лучше и быстрее осматривать угодья и пашни. Программа продолжит работать. Дорожные карты будут сделаны по каждому наследу. Когда у человека есть стимул, тогда они работают. Сейчас в целом, вот, если взять, немножко человеческие отношения по-другому. За этого каждого человека должна быть какой-то интерес. За это в этом году мы решили мотоцикл. И по поводу ГСИМа тоже решаем, в каком селе вот это все работает. И вместе с муниципальным образованием мы хотим, что выделили ГСИМ. Это летнее время. И вот такая работа должна пройти не только в Верхневилюйске, и в целом республике Саха-Якутия. А в Ленске порядка 30 ребят, которые увлекаются мототехникой. Но хобби касается не длинных асфальтированных трасс, а настоящего бездорожья. Олеся Васева познакомилась со спортсменами.
Николай Жбанов торопится из офиса домой. Его там ждет семья, супруга и 2 детей. Но этот вечер он проведет не с ними. Домашние давно мирно делят главу семьи с его любимым увлечением. Николай – мотоциклист. Тем временем на другом конце города к выезду готовится Руслан Кириллов. Молодой человек с детства увлечен техникой и профессию свою связал тоже с ней. Работает на тахографической станции авторемонтных мастерских. Пока холост. Работа занимает много времени. Но для мотоцикла всегда найдется вечерок. Тренировочных карьеров. Здесь очень неоднородный рельеф, здесь и песок, и лес, но это спортсменам только на руку. Катают они в дисциплине эндуро. Это агрессивная езда по бездорожью или специализированным трассам с различными препятствиями. Таких, как Руслан и Николай, в Ленске человек 30. Это именно те, кто обладает соответствующей техникой для внедорожных поездок. Легкий высокий мотоцикл с резиной для езды по грязи. Так удобнее ездить по пересеченной местности. Такие мотоциклы созданы для того, чтобы находить дорогу там, где застрянет даже танк. Поэтому перед выездом ребята тщательно выбирают, куда поедут в очередной раз. Говорят, чем больше грязи и препятствий, тем интересней. Мы катаем в дисциплине эндуро, потому что тут эмоций больше. Природа, у нас дорог как таковых нету, разогнаться негде по больших скоростях. Потом остается лес, болото, каменные местности и прочее. Намного интереснее гонять в лесу, потому что больше места ты видишь, чем в городе. Город надоедает в любом случае. Мотоциклы этого класса увлечение недешевое. Даже не беря во внимание покупку техники, ежегодные вложения могут превысить 100-150 тысяч. Стоимость только одного комплекта экипировки в среднем доходит до 60 тысяч рублей. Но на это внимание не обращают. Безопасность, говорят, превыше всего. Нужно обновлять экипировку регулярно. Это защита все-таки. Одеяний много. Одение там это даже вызвано не недостающим навыком, то есть, Олекс это ремальный вид спорта все-таки это. Большие затраты уходят на обслуживание мотоцикла, это порядка где-то может 70 тысяч в год. Это резина, масла, фильтра там и так далее. Но любые траты меркнут, когда они чувствуют себя покорителями бездорожья. Не зря люди разных профессий и взглядов на жизнь считают этот вид спорта настоящим антистрессом. Если вы вдруг увидите заляпанный снизу доверху грязью байк, а на нем такого же грязного мотоциклиста, то знайте, где-то там под шлемом он улыбается до ушей, потому что счастлив. Олеся Васева, Анатолий Гуськов, телеканал «Алмазный край». И на этом программа подошла к концу. Спасибо за внимание и до свидания.